Кира Славкова без особого труда читает на крымско-татарском языке. Она уже 3-й год обучается в билингвальной группе. Ребята постоянно изучают русский и крымско-татарский языки в игровой форме. Воспитанники сада – постоянные участники и победители различных районных, городских и международных конкурсов для детей. Нам нравится конкурс «Крым – моя родина» под патронатом Якубова Руслана Ришатовича и Симферопольской государственной администрации, в котором мы ежегодно принимаем участие, выходим в финал этого конкурса. В 2018 году мы были победителем этого конкурса. Конкурс непростой, он подпитывается материально. Нам это нравится, потому что мы получаем за это подарки, и очень существенные. Сегодня это единственная билингвальная группа в поселке Школьная. Работает с 2016 года. Ее посещали 27 детей. Выпуск первой группы показал хороший результат. Родители остались довольными успехами своих детей. Она приходила, здоровалась и песни пела на крымско-татарском языке. Было очень приятно и интересно. То есть все удивлялись, а вы что, ходите, занимаетесь? Я говорю, да нет, у нас в садике билингвальная группа. Там те же национальные праздники, элементарно байрам, дети отмечают дома, но при этом они не слышат об этом в саду. Сейчас же и русскоязычные, и крымские татары, они вместе собираются в музыкальном зале, вместе отмечают его, вместе устраивают куреши. В кабинетах современная техника, яркая детская мебель, уголки, развивающие мышление. Все это создает уют и комфорт. Все доступно, у нас все в игровой форме, все, как видите, все оборудовано, детям интересно. Хорошие результаты показывают воспитанники детского сада «Василек» в селе Доброе. Добавляют и русские слова, но и на крымско-татарском говорить стараются. Иногда прибегают и спрашивают, а как переводится это или иное слово. Мы говорим, вместе учим язык, прививаем им любовь к родной речи. Сегодня на территории Симферопольского района работает 18 билингвальных групп. Более 1000 детей получают дошкольное образование сразу на 2 языках – русском и крымско-татарском. В Добром прошел первый семинар среди воспитателей по развитию двуязычного образования для дошколят. Воспитатели выступили с докладами, а дети с показательными номерами. Воспитатели поучаствовали в разных мастер-классах: роспись по стеклу, создание национального украшения и панно. Первые билингвальные группы появились в детских садах после перехода Крыма в состав Российской Федерации. Методических материалов пока не хватает, поэтому воспитатели обмениваются опытом на семинарах. Находясь в детских садах, дети именно воспитываются в духе взаимоуважения к традициям, к языку народов Крыма, что позволит в будущем гарантировать очень мощный фундамент комфортных межнациональных, межконфессиональных отношений. Количество билингвальных групп из года в год увеличивается. Воспитатели уверены, что такую практику необходимо применять и в других регионах республики. Фатиме Сейдаметова, Наджия Исаева, Алишер Алимов, телеканал Милет.